Правила игры Кукбуру. Общее положение. Соревнования проводятся на специальном поле, приспособленном для игры Кукбуру. Поле для игры разделено обеим командам равномерно. Параметры игрового поля: длина 200 метров, ширина 70 метров, расстояние между тайказанами 140 метров, от центра до тайказанов 70 метров. Расстояние от тайказанов до внешней линии по оси 30 метров. Штрафные зоны расположены на 20 метрах от тайказанов. Размеры центрального и штрафных кругов составляют 10 метров в радиусе. Расстояние малого круга радиусом 3 метра, где находится туша козла, в начале игры от бортовой линии 15 метров по перпендикулярной оси. У каждой из соревнующейся команды будет свой тайказан, ворота, размером верхняя часть общий радиус 3,6 метра, высота 1,2 метра. Ширина бордюра 0,8 метра, ширина котла тайказана радиусом 2 метра, глубина 0,5 метра, радиус нижней части тайказана 4,4 метра. Поле, где идет игра, должно быть окружено забором высотой в 1,5 метра, который должен выдержать напор лошадей и сохранить от травм игроков и лошадей в момент соприкосновения. Главные правила игры. Состав команд: 12 игроков и 12 лошадей. В игру вступает по 4 игрока от каждой команды. Во время игры по решению тренеров команды вправе менять игроков по ходу игры, то есть не останавливать игру. Игра длится 60 минут и состоит из 3 периодов, по 20 минут каждый, и победа достается той команде, которая сумеет больше забросить тушу козла в тайказан соперника. Игроки, употребившие перед игрой алкогольные напитки или наркотические вещества, не допускаются к игре. Вес туши козла должен составлять 32-35 килограммов. Начало игры. Игра начинается со старинной традиции торжественной присягой игроков, которые дают клятву честно провести игру. Команды в ряд занимают место на центральном круге. Арбитр, обратившись к зрителям, произносит слова присяги, игроки громко повторяют за ним. Капитаны определяют свой тайказан по жребию. Туша козла должна находиться в расстоянии 15 метров от боковой линии со стороны трибуны. Команда обязана стоять в один ряд за боковой линией, противоположной от трибуны. После свистка арбитра все игроки устремятся первым захватить тушу козла. Если в течение 2 минут тушу козла не сумеет захватить ни одна команда, то игра останавливается и начинается в центральном кругу. В круг входят по одному игроку от каждой команды. Пока туша козла находится внутри круга, другие игроки не имеют права входить в игру. Если в течение 1 минуты один из игроков, захватив тушу, не выйдет из круга, то арбитр заменяет их другими игроками. Ход игры. Захват туши и другие приемы в игре производятся по правилам древней игры Кукбуру. Игра длится без перерыва до того, пока не забрасывается туша в тайказан одной из команд, или же ввиду грубого нарушения кем-то из игроков правил игры. Для того, чтобы считать очки, тушу нужно бросить точно в тайказан. В случаях, когда туша оказывается на бордюрах, не попадая в тайказан, или попав в тайказан, но с инерцией выскочила с тайказана, то они не считаются голом, и за них очки не даются. Точно так же не присваивается очко и за то, когда туша бросается в тайказан игроком, наскочившим вместе со своим конем на тайказан. После попадания туши в тайказан и присвоения арбитром в поле очков за гол, игра начинается снова с центра поля. Если игровое поле не огорожено забором, игра прекращается, когда игрок со своим конем выходит за пределы игрового поля, то есть аут. Игра возобновляется встречей 2 игроков, в одном из 3 кругов, вблизи которого было совершено нарушение. То есть, если рядом с тайказаном одной из команд, то в круге, который находится рядом с тайказаном, а если вблизи центра поля, то в центральном круге. Если кто-то из игроков грубо останавливает игрока, идущего с тушей, нарушитель правил игры наказывается штрафом, и туша остается в руках того игрока, который владел ею до остановки игры. Игра состоит из 3 периодов, каждый из которых состоит из 20 минут. Между периодами предусмотрены перерывы в 10 минут. В случае, когда после перерыва какая-то из команд сознательно тянет время, не выходя на поле, другая вправе без ее участия начинать игру в положенное время.
До полуфинала при ничейном исходе матча дополнительное игровое время не дается. После 5-минутного перерыва разыгрывают свободные броски буллит. В полуфинале и финале, если по окончании игры обе команды набирают одинаковое количество очков, судейская бригада определяет 10-минутную дополнительную игру вплоть до того момента, пока какая-то из команд не забрасывает в тайказан соперника тушу. В случае, когда в дополнительное время не выявляется победитель, то дается буллит. Из каждой команды выходит по 4 игрока, которые разыгрывают буллит. Правила буллита. Один из игроков занимает позицию, за ним на расстоянии 30 метров выставляется игрок из второй команды. Они должны пуститься вскачь одновременно по свистку судьи. Соперник старается помешать тому игроку, который владеет тушей, чтобы он не смог бросить тушу в тайказан. Если игрок, владеющий тушей, не дав сопернику догнать или несмотря на сопротивление соперника сумеет забросить тушу в тайказан, то это считается очком. Игрок, атакующий тайказан соперника, то есть владеющий тушей, вправе замедлять ход своего коня в зависимости от ситуации. Примечание. Каждый из 4 игроков команды вправе только по одному разу бросать тушу и по одному разу участвовать в погоне соперника в буллите. Лошадей менять во время исполнения буллитов запрещается. Если атакующий игрок выходит за пределы оси тайказана, он не имеет права бросать тушу в тайказан. В случае, когда ни одна из команд не может добиться из 4 бросков решающего победного очка, игра в буллит продолжается до решающего броска. Игроки, вступившие в игру, меняются только по разрешению помощника арбитра в поле, но во время замены на игровом поле должно быть только по 4 игрока с каждой команды. Замена проходит на линии по перпендикулярной оси. Пока игрок, выходящий из игры, не пересекает линию игрового поля, запасной игрок не имеет права вступить в игру. Если игрок выйдет из поля не на установленном месте и вместо него на поле выйдет другой игрок, это является нарушением правил. В случае, если игрок упал с лошади и лошадь убежала или порвалась подпруга, помощник арбитра, не ожидая выхода игрока с поля, дает разрешение на выход запасного игрока. Для усиления интереса в игру допускаются силовые приемы, применяемые как конями, так и игроками, но не нарушающие правила игры. Но категорически запрещается наезжать на игрока, поднимающего тушу козла. На штрафном поле не имеет права находиться защитник противостоящей команды. На штрафное поле разрешается войти защитнику раньше атакующего только на корпус лошади. Когда туша козла уходит из зоны штрафного поля, то все игроки должны выйти из этой зоны. Запрещается. Игрок, не принявший присягу, не допускается в игру. Игроки, нарушившие эти правила игры, отправляются на 2-минутное удаление в харамамы, штрафное место. Команда, у которой наказан игрок, продолжит игру в меньшинстве с 3 игроками. Примечание. Штрафное время считается с момента входа игрока в харамамы, и в течение 2 минут с игроком конь также должен находиться в харамамы. В случае, когда игрок применяет запрещенные приемы, задерживание соперника рукой, преграждает ему путь своим конем или же пытается свалить его с коня, отправляется на 2-минутное удаление в харамамы. Если такие же нарушения совершаются в момент бросания туши в тайказан или на подступах к тайказану, то в качестве наказания применяется джаза-казан, то есть буллит. Один из игроков из пострадавшей команды берет тушу и на скорости бросает в тайказан соперника. Игрок, завязавший тушу уздечкой или сжавший стременным поясом оромо, после предупреждения удаляется на 2 минуты в харамамы. За умышленное протягивание времени после предупреждения также дается наказание, и игрок отправляется на 2-минутное удаление в харамамы, или команда наказывается буллитом. Спорить с судьями строго воспрещается. Пререкание с арбитром после предупреждения или за оскорбление арбитра удаление на 2 минуты. Перешедшему черту оскорбление, обзывание, мат показывается красная карточка, и игрок удаляется до конца игры. Команда до конца игры вынуждена будет играть без одного игрока. Если команда или тренер команды, не подчиняясь решению арбитра, оказывает психологическое давление на арбитра, то команде назначается штрафной бросок, буллит, и по решению протокольной комиссии денежный штраф. За нецензурную ругань игроку после предупреждения дается удаление на 2 минуты. В особых случаях сразу удаление. За хулиганские выходки, драку, удаление на 2 минуты. В особых случаях удаление до конца игры. Команда будет играть до конца игры в меньшинстве. Игрок, берущий с земли тушу, не может быть атакован конем соперника со стороны туши, и за это предусмотрено наказание – удаление из игры. Если игрок получил серьезную травму, то виновник удаляется до конца игры. Атаковать игрока с другой стороны разрешается в рамках предусмотренных правил. Таранить соперника на скорости, независимо от того, что он с тушей козла или без туши, удаление на 2 минуты. Когда 2 игроков на центральном круге разыгрывают тушу, никто не имеет права входить в очерченный круг. В случае, когда нарушается это правило, после предупреждения удаляется из игры на 2 минуты в харамамы. В
случае несогласия игрока с решением арбитра в поле, а также обращение игрока в протокольную комиссию, такое поведение расценивается как сознательное протягивание и наказывается удалением на 2 минуты. В случае обнаружения 5-го игрока в какой-либо команде, нарушившей команде штраф, удаление на 2 минуты. Команда в течение 2 минут будет играть в меньшинстве. При входе запасного игрока в игру, не ожидая выхода из поля покидающего игру товарища по команде, удаление на 2 минуты. Команда, добровольно прекратившая игру и не подчиняющаяся решению главного судьи, признается побежденной. Примечание. Во всех случаях, кроме штрафного броска, буллета, игра начинается непосредственно поблизости к воротам команды, нарушившей правила игры. Специально очерченный круг входит для розыгрыша только по одному игроку из каждой команды. И пока они не выйдут за пределы круга розыгрыша, другие игроки не имеют права входить в этот круг. Требования командам. На снаряжениях лошадей, которые входят в игру, не должны быть лишних металлических украшений – серебро, медь, железо и другое, от которых могут игроки получить травму. Концы стремени должны быть ровными, а подковы не острыми. Во время игры возле команды могут находиться не более 5 человек, 1 тренер и 4 коневода. Команде, не выполнившему эти требования, объявляется поражение. Судейская бригада и протокольная комиссия. Судейская бригада состоит из 3 человек, арбитр в поле и 2 его помощников. Команды за 30 минут до начала игры представляют судьям своих коней для проверки. Кони и их снаряжение должны быть в надлежащем виде. Команда, не представившая для проверки своего коня, не допускается к игре. Кроме судейской бригады, игру обслуживает протокольная комиссия, утвержденная правлением Федерации Кокбуру. Протокольная комиссия рассматривает просьбы и претензии команд и в спорных моментах принимает решение о присвоении победы какой-либо из 2 команд. Если арбитр в поле не сможет организовать игру по утвержденным правилам, то протокольная комиссия заменяет его другим арбитром. Федерация Кокбуру осуществляет через протокольную комиссию вопросы по распределению призов. Призы, поступившие во время игры, предварительно рассматриваются протокольной комиссией и только затем вручаются игрокам. Порядок сдачи документов и требования к спортивной экипировке участников. Руководители команд обязаны предоставить за 15 дней до начала турнира заявочный лист на бланке 1 экземпляр, общегражданские паспорта и личные карточки игроков на бланке с фотографией, страховой медицинский полис и медицинская справка о здоровье на каждого игрока, паспорта лошадей на бланке с фотографиями, крупной головы лошади и общий в профиль, ветеринарное заключение на каждую лошадь. Команды обязаны иметь в наличии комплект спортивной формы для игроков в 2 вариантах. Размер номера на спине должна соответствовать стандарту 200 на 150 мм, на груди 150 на 100 мм. Парадные накидки своего цвета на каждого игрока и руководителя команды. Головные защитные шлемы для игроков. Защитные приспособления из кожи или брезента для нижней части конечности лошади, цвет которых должен соответствовать цвету экипировки команды. Флаги для парада. Медицинские и ветеринарные аптечки. Примечание. Команда без разрешения оргкомитета не имеет права наносить на форму или лошадь участников турнира рекламную символику, кроме названия команды, фамилии и имени игроков.